Здравствуйте! Сегодня на канале Сахамедиа очередной выпуск программы «Акцент». И сегодняшний наш гость – президент и главный исполнительный директор канадской компании Silver Bear Researches господин Грэм Хилл. Грэм Хилл назначен президентом Silver Bear Resources 17 ноября 2014 года. Квалифицированный инженер-механик, имеющий более чем 25-летний опыт разработки и эксплуатации месторождений золота, серебра, угля и минерального сырья. В настоящий момент полностью сосредоточен на проекте добычи серебра на месторождении «Вертикальный» в Кобяйском улусе Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, господин Хилл. И позвольте задать вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том вообще, как вы узнали о Якутии и вообще о Кобяйском районе, и в частности, вот, что у нас существуют такие вот месторождения, богатейшие серебряные месторождения, такие как Вертикальное, Нижнее Индыбальское, Северо-Запад и Мангазея. Большое спасибо за то, что пригласили меня сегодня. Я очень рад быть здесь. Месторождения, которые мы планируем разрабатывать, были впервые обнаружены примерно в 1764 году российскими казаками, которые проезжали через эти участки. И в истории говорится, что свинец, который здесь добывали, использовался для выплавки пуль в целях борьбы с Наполеоном в 1812 году. После ранних находок проводилась эпизодическая разведка территории, но по-настоящему серьезная разведка проводилась между 1930-ми годами и 1955 годом. После, в 1991 году, компания Ян Геология начала детальную разведку территории, и примерно в 2003 году Silver Bear Resources получила сведения об этих месторождениях и об их богатом содержании. Канадские геологи на самом деле искали золото в этой области, и им сообщили, что мангазийское рудное поле очень богато серебром, и они решили создать новую компанию под названием Silver Bear Resources с целью наблюдения развития ресурсов в данной области. Когда и при каких обстоятельствах было принято решение работать с Якутией? И вообще, что стало решающим аргументом, чтобы вот начать бизнес здесь? Мы сосредоточились на разработке месторождений «Вертикальное» на территории нашей лицензионной площадки, потому что это месторождение с одним из самых высоких содержаний серебра в мире. Для нас эта задача обрела передовую важность, так как месторождение было прямо у нас перед глазами. И как вы видите, здесь оно очень богато серебром, и оно как будто само призвало нас начать добычу. Кроме того, мы всегда получали большую поддержку от наследников и от правительства Якутии. Они помогли нам облегчить начало работы, развивать месторождения, и мы хотим работать в полном взаимодействии с народом и с правительством, потому что в конце концов мы все останемся в выигрыше. Господин Хилл, когда вы пришли в республику, то были очень большие планы, связанные не только с промышленным освоением месторождений, но и были у вас проекты в социальной сфере. Вот какие из них уже реализованы и какие на очереди? И планируете ли вы строить, скажем, те же больницы, школы? У нас есть давнишние обязательства по социальному благополучию населения. Во время наших разведочных работ мы всегда поддерживали хорошие связи с населением, и мы поддерживали их при любой возможности. Мы спонсировали спортивные мероприятия, предоставляли финансовую поддержку для ремонта школ, строительства социальных объектов и делали много других благих дел, которые можно и не упоминать, так как для нас, естественно, стремится помогать и работать с местными населенными пунктами. У нас есть политика по трудоустройству местного населения. Большая часть людей, задействованных в проекте и в будущем производстве, будет как минимум на 80% из Якутии. У нас есть политика по поддержке и обучению молодежи и молодых специалистов из близлежащих наследников, и мы придерживаемся ее. Мы обучили 18 людей, и большинство из них продолжают работу над нашим проектом. Мы продолжим предоставлять поддержку для деятельности наследников, так как это значимо для всех нас, чтобы они были обеспечены. Ваше дочернее предприятие акционерное общество «Прогноз» владеет 2 лицензиями на недропользование. Скажите, на каких месторождениях сегодня идет работа и довольны ли вы результатами какими-то? У нас есть 2 лицензии. Одна для геолога-разведки мангазийского рудного поля на территории примерно 550 квадратных метров. Это довольно большая территория для разведки, особенно в такой удаленной локации. Вторая лицензия – это лицензия на добычу месторождений «Вертикальное». Я должен упомянуть, что в рамках нашей лицензии на мангазийском нам известно по крайней мере около 18 или 20 месторождений серебра, а также золота, у которых
есть потенциал на будущие разработки. Сейчас мы сосредоточены на разработке вертикального, следовательно, у нас есть лицензия на добычу. Мы очень рады заявить, что развитие проекта прогрессирует, и мы будем стараться запустить производство в первом квартале 2018 года. Далее мы должны выйти на проектные мощности. В то же время мы будем работать над разведкой прилегающих месторождений с целью развития их в будущем. Таким образом, мы намерены разработать все месторождения для нашей территории в пределах разумных возможностей. В России 2017 год объявлен годом экологии. Как ваша компания решает вопросы защиты окружающей среды и, скажем, как находите общий язык с местным населением? Вот, в частности, в прошлом году шла речь о разбитых дорогах вот, в районе Сигенкёля. Я хотел бы сказать, что у меня есть профессиональный опыт по строительству горнодобывающих проектов в Северной и Южной Африке, в Средней Азии, в Узбекистане и Киргизии. Я считаю, что российские законы, в частности, очень хорошо сложены в рамках охраны окружающей среды и экологии. Мы, как международная компания, несем ответственность и обязательства по защите окружающей среды, социального благополучия всех людей. Мы относимся к этому очень серьезно. Мы должны восприниматься на международной арене как компания, которая заботится об окружающей среде, и мы действительно в этом заинтересованы. Мы работаем рука об руку с нашими консультантами в России, а также с международными консультантами, с нашими людьми в Якутии и с местным населением. Мы работаем вместе и стараемся изо всех сил защищать окружающую среду и принимать все необходимые меры и социально поддерживать народ. Я бы также хотел добавить, что мы всегда информируем местное население, а также и правительство. Мы тесно сотрудничаем с ними. 2 недели назад к нам приезжала делегация на месторождение вместе с главой Сигенкёля. Мы учитываем интересы всех сторон, и мы продолжаем поддерживать и информировать местное население. Нужно всегда держать всех в курсе, дабы не допускать сложных ситуаций. Как мы знаем, основное, подавляющее большинство работающих у вас – это местные кадры. Скажите, что получает рядовой якутянин от вашей работы здесь? В первую очередь мы предоставляем трудоустройство. Как я и упомянул, 80% наших работников якутяне, и эта цифра может быть даже больше. И мы хотим продолжать работать в данном направлении. Наша цель – быть частью Якутии, быть частью жизни якутян, якутского народа. Для нас важно продвигаться в этом направлении. Вдобавок к возможностям по трудоустройству мы предоставляем возможности повышения квалификации для молодых специалистов. Мы знаем о желании развивать и обучать молодежь Якутии. Это тоже является нашей целью. Также прогноз – это якутская компания. Мы платим налоги в Якутии и продолжаем выплачивать необходимые государственные выплаты. Также мы поддерживаем развитие местных компаний и предпринимателей, предоставляем им значительные возможности. Многие строения и материалы на нашем месторождении были подготовлены и поставлены якутскими компаниями. Таким образом, у нас у всех есть возможности расти вместе и становиться лучше и сильнее. И завершая наш разговор, господин Хилл, что вы ожидаете от нынешнего визита и предстоящей встречи с главой Якутии Егором Борисовым? Я буду очень рад встрече с главой, господином Борисовым. У меня не было возможности встретиться с ним раньше, но я знаю, что он знаком с нашими проектами и поддерживал нас, встречался с людьми из Silverbeer ранее. Таким образом, я очень жду нашей встречи в понедельник. Мы проводим регулярные встречи с членами правительства и различными министерствами, и я сам много раз встречался с высокопоставленными членами правительства. Я надеюсь, что наши встречи и взаимоотношения продолжатся. Я очень благодарен за оказанную поддержку, которую мы уже получаем. Я надеюсь закрепить наши взаимоотношения на встрече с главой республики. Спасибо, господин Хилл, за беседу. Сегодня гостем программы «Акцент» был исполнительный директор и президент канадской компании Silverbeer Researchers Грэхэм Хилл. До новых встреч!